Экспериментом шум компримаска к велотым. Велотеносе колокольчик немачилять садын кыч воспитанник кез сиджинылын аймам. Его цель – это сохранение и популяризация кумпельмятского языка. Поэтому одно из направлений деятельности – это работа с родителями и, в частности, проведение языкового курса для родителей, для того, чтобы они знали, понимали русский язык, и работа с детьми. С детьми работают воспитатели. Многие раньше стеснялись разговаривать, хотя многие понимают кумпельмятскую речь, но теперь более свободно общаются, знакомятся с лексикой, с грамматикой языка. И я думаю, что передадут свои знания своим детям. Занятия с садом понся чулытны май месяц чань. Актисания у нас желающие. Аймам из локтана велытны кывса не только учит интересу вяве жертны, но лосит же охота сывылым боитны да гижны. Мне очень понравилось, новые слова изучаем, кумпельмятский. Должны знать кумпельмятский язык свой. Велотему ноцал на велотищеза усовершенствует институт еще уджалищез. Татаня ытлан рисуйтена, гижена велотена ромез и нелькит мал на юржук даннез, а еще орсана, и ашнес аска тялышетена юашемез, быдес чужан кывылын. Ты над трубкачем? Так, тырп. Сейчас скажу, что такое тырп. Тырп, точно. Менам тырп, говорит. Ты над юрши качем? Менам юрши чочком. Чочком. Сыть шинчерам пырятвелал на лексика и грамматика. Будь занятие счета вильтедемез, нельки и челять кужана неневна боитны. С детьми-то занимаются, говорят, но вот они уже отвечают, дети, вот когда утром бурасы, да, когда здороваешься, тоже здороваются. Иногда даже мне вот неприятно, больно, вот кто в деревне родился и у кого первые слова на ком языке, разговаривали на ком языке, сейчас они забыли и презирают даже некоторые свой язык родной. Это для них родной, потому что они начинали говорить на этом языке. Нет на свете ничего роднее, чем своя земля и свой язык. Нема проект, когда щежимот номера чляцаден зорота на кокнита. Языковой курс, когда нуотана воспитателез и комприматской кывшерти специалистез, лоис коланан и один радитанан аймам и нылан челять понда. Ирина Батуева, Вести, Кудымкар.